Друзья, всем привет! Вроде март месяц, а, ребят, третий день уже валит снег, уже порядком, не знаю, сантиметров 15-20 пухляка навалило. Свежего такого рыхлого снежочка, приятного. Ну, буранки были, но вот сейчас одно очертание осталось. Ну, хотя еще видно, ребят, потому что праздники были, кстати, всех с прошедшими. Народ катался, отдыхал, рыбачил. Очень много буранок, всяких переездных, таких непонятных. Вот. Короче, ребят, что, какие дела? Уже хотел ехать, пробовать налимы, комбайны, жерлицы на свои точки. Ну, тут что-то прошла информация, что на одной из лесных речек, которая стоит справа, ребят, 100 метров от меня, половили неплохо щучку. Такую, знаете, как будто бы весеннюю ловили на перекатах. И, скорее всего, может, тронулась щука, ребят, на нерест. Все-таки март месяц. И что-то такое желание, а почему бы нет, прокатиться, пожить. Не знаю, может на пару дней, ребят. Может даже на 3 дня. Ну, короче, как настроение будет. Вот, загрузился и тронул. Пробираюсь, ребят, намного выше деревни. Понятно, что ловили ребята ее в верховьях. До туда мне не доехать. Ну, это возможно, но это очень будет долго, длительно, потому что там мне надо будет и трассу переезжать, и не одно село. Не совсем приятно там будет. Если лесом идти, было бы, конечно, намного комфортнее, но дороги туда лесом я не знаю. В общем, еду, ребят, относительно выше своей деревни, насколько это получится. Есть уже такие точки, ну, знакомые, я уже рыбачил там, так скажем. Ну и, в принципе, где-то как-то будем разбуривать. Прошел сейчас полдороги лесом. Ну, сейчас, скорее всего, пойду по реке, ребят. Сейчас спустимся, посмотрим, есть ли вода. Ну и, в принципе, уже за 2-3 поворота первый перекат. И, в принципе, первое место, где можно будет ставить жерлицы. Такие дела. Настроение классное. Погода, ну, всю ночь снег шел. До сих пор продолжается. Ну, к обеду вроде как стихнет. И будет прикольно. Будет классно. Так что давайте со мной, ребят. Полетели. Сейчас поднял косачей. Блин, хотел поснимать, пока за камерой залазил там. Все, смотрю, улетели. А так подпустили прям вообще в упор на кормежке. Поднял из-под лунок. Лунки там были. И уже на кормежке стояли. Косач стоит. На березе кормится. Такие дела. Сегодня на тундре, ребята. Тафалар 600 тундра. Вот, прошел уже обкатку. После этой поездки, скорее всего, поменяю масло. Потому что, ну, я уже порядком 4 бака спалил. Загрузка, ну, в принципе, не особо, конечно, много. Но здесь какие-то вещи, пилы, живец. Вот, классно заходит сюда, ребята, канистры бензина. 30 литров сюда спокойно можно загрузить. Но это очень много для такой техники. Это куда-то надо прям ехать. Полный бак и 10 запасом. Потому что, возможно, буду кататься, искать здесь жерлицы, снасти, запчасти какие-то. Вот. Ну и здесь, блин, все замело, конечно, жесть. Вот такой пухляк. Палатка, печка, раскладушка, топоры, кухня, столы, в общем, весь кайф здесь. Такие дела. Ну и, в общем, все. Вот уже река. Будем спускаться на реку. Я надеюсь, воды нету. Вот прям накатано, блин. По реке дороги нету. По реке дороги нету. Ну, в принципе, нормально. Даже здесь хорошо. Здесь как раз перекат, ребята, чтобы вы понимали. Отлично. Все промерзло, все хорошо, были морозы. Так что погнали по реке.
пару поворотов прошел. Ну, вот здесь перекат спускается в яму. Красиво, кстати, место очень крутое. Ну почему по реке, ребят? Потому что вот смотрите, если даже где-то идти берегом, не везде спустишься. Ну, можно даже спуститься, но не факт, что ты поднимешься. Как минимум. Вот. И ну и здесь относительно то же самое. В общем, река идет как туннелем, ребята. И когда идешь сплавом по этой реке, особенно еще выше, есть такие участки, я их знаю, которые, ну, по 5-6 часов ходу можно идти, и нету будет места стоянки. В общем, река закрыта вот так. Нигде не вылезти на берег. Везде такие коряжники, кочки. Прикольно. Вот. Не везде встать на ночевку, кстати. Ничего, толкает. Толкачок, ребят. Все хорошо. Ну, снег, я говорю, вот это свежий снег. Почти по сапог. Ну все, начнем разбуривать. Вот отсюда, наверное. Тык-тык-тык-тык. И погнали. Конечно, надо будет пробивать, сейчас смотреть все. Сколько тут, где трава, где что. Такие дела. Ну, начнем. День удлинился, ребята. 6 утра уже светло. Круто. Так, ну что, пробно, ребят. Лед-то на перекате совсем небольшой. Поставил новые ножи. Красота. Надо определиться с глубиной. Если сантиметров 30-40 подо льда будет, уже будет хорошо. Ну и сразу выявил проблему, ребят. Не снял батарейку шуруповерта зарядки. В общем, у меня одна батарейка. И то 2 деления показывает. Заряженную я не взял. Забыл. Так, ну что тут у нас с глубиной? Я надеюсь, хватит, ребят. Шуруповерт у меня новый. DeWalt 996, новая моделька. Точнее, последняя моделька, которая 91, 96 еще остался. Вот. Отлично. Ага, есть тяга. Раз, два, три. Да, есть тяжка. Нормально, сантиметров 70, ребят, с подо льда. Попрем в этом соотношении. Можно было даже сюда чуть уйти. Ладно, мне здесь хватит.
Хорошо. Сразу не разбуриваю, бурю точечно, как бы, потому что, ну, с каждым метром может глубина измениться, вообще можно в мель. Ну, видите, там какая-то коса, хорошее место, кстати, как минимум. Так, потихоньку, по одной, чтобы не промахнуться. Тык-тык-тык. Вот этот плес закроем, ребятки. Это что за монстр, ребята? Что за якутские живцы? Живца сейчас в другом месте брали. Есть вообще малыши. А есть вон такие кабаны, блин. Ну не я покупал. Этот не годится, по идее. Ладошку жарить можно. Ладно. Будем надеяться, что на перекате трешка здесь живет. А так, конечно, если маленькие, вообще такие, что я даже не знаю, как их насаживать. Короче, разные, ребят, карась. Ну, ничего не поделать. Что есть, то есть. Ну что, друзья, погодка распогаживается. Солнышко вышло, офигеть. Как будто бы и не обещалось. Ну что, первый плес есть? Не знаю. Никогда здесь не стоял, кстати. Я стоял намного выше, там в коряжнике. Ну, так, в принципе, все четко поставил. Нигде не промахнулся, ни в песок, нигде. Это меня радует. Все, теперь ходом. Дальше будем смотреть какие-то локации. Ну, что-то вот такого похожее. Примерно где перекат. И от переката вот где-то гулять надо. Ну, в яму ставить смысла нету. То бишь вот ниже уже идет яма небольшая. Все, прям дальше. Тоже можно было продолжать. Ладно. От снега жесть, ребята. Четко воды нету. Тут остров у нас. Так. Или на том повороте. Не знаю. Здесь тоже сразу такой приямочек. Тут перекат, остров идет. Не знаю, надо прокатиться, короче, посмотреть. Пока не могу сориентироваться. Но здесь можно 5 штук поставить. Короче, проеду, посмотрю. Все так просто. Майны открыты. Капнул тут воды.
водички у нас. Блин, говорю, вот это все, конечно, хорошо, но вот эти берега не дают просто пролезть. Вот все открыто, тут бобры. Или бобры, ребята, или выдра живет. Полностью открыто все. Да. Ничего не делать, надо рисковать. Туда. Тоже дырочка. Тут нормал. Ну чё, плюс второй. Чайку, наверное, маханем, ребят. Чё, чай охота. Блин, снега до хрена не видно, дырки. Можно загреметь, конечно, в одного. Вроде и мелко, а достать тебя никто не достанет. Приключения очередные. Так, ну вот здесь местечко нравится, такой поворотик, сразу кусты, они в воде. Тут то, что плохо, то, что если будут сработки, я надеюсь, может что-то будет, щука сразу моментально туда будет заводить. Это очень плохо будет, ребят. И скорее всего это и будет. Вот. Ну, по-другому никак. Вот такие свежие ветки мне очень нравятся. Вот с оттуда начнем, наверное, и вот так, бац. Нормально будет. Ну и март месяц. Снега много очень в этом году. И перекаты местами они даже не замерзают, ребят. Ну, в общем, всю зиму открыты. И на лесных речках очень аккуратно надо. Где-то бревно упало, там все равно подмывает. Плюс снег вот это свежий, вообще не к лицу, конечно. Хотя под лицу, говорит, все к лицу. Но все равно замело. Вот опасные места, капканы. Такие дела. Ну ничего, вроде тундра прет. С багажом. Груженный, нормально. Нужно было, конечно, пройти. Обычно, ну вот я сейчас к Лехе ездил, дорогу делал по другой речке. Ну, лучше налегке где-то сделать дорогу и посмотреть, где вышла вода, где что, где можно, может, какой-то объездной путь сделать. И тогда уже ехать спокойно. А вот так тыркаться плохо, конечно. Ну, а что? Как обычно, на авось, ребят. Давайте за весну, за хорошую погоду. Вообще классно сегодня. Ветерок, конечно, но нормально.
Друзья, всем привет! Место встречи изменить нельзя, так скажем. Понтонная переправа, которая разделяет мою деревню и следующую. Вот. Постоянно здесь останавливаюсь. В общем, ребят, какие дела? Сегодня даже не хотел брать камеру, потому что сегодня у меня задача пробить дорогу. Дорогу по реке. Обычно я хожу именно через село, но уже, ребят, есть подтайки. Уже есть открытый асфальт, и местами уже неудобно. Сильно царапаешь модуль, потому что модуль — это корыто спереди, которая управляет всей техникой, так скажем. И уже есть открытый асфальт местами. И нужно пробить именно по реке, ребят, потому что дальше больше будет солнышко, и надо сделать хорошую дорогу. Но я смотрю, есть буранки, есть, короче, дорожки. Ну, именно надо сделать дорогу наверх. Ну и часто пишите, часто спрашиваете, как живет Леха. Многие знают, но свежие, так скажем, зрители канала не знают, кто такой Леха. Леха — это мужичок, который живет в деревне, в которую я направляюсь. Вот. Это мой друг именно связанный с рыбалкой. Я с ним познакомился на реке, еще был пацаном. Как-то вот так у нас задружилось. Я был совсем пацаном. Леха, естественно, помоложе. Ну и, в общем, так нет, бывало, вместе выезжали порыбачить. Ну и как бы так немножко, ну, не помогаю, так немножко, а может и помогаю. Потому что плоховато, конечно, ребят, в деревне сейчас, в нынешних деревнях совсем все плохо с работой. Короче, немножко провизии, ребята, везу. Ну и так навестить надо, посмотреть, как живет собачка Амур, которую мы привозили ему, как живет рыжий, ну и вообще как Леха. Так что как-то так, ребята. В общем, еду навестить. Взял немного продуктов там, ребят. Леха сейчас у нас работает, красавчик. Вот. Почему сейчас редко с ним стал видеться? Потому что работает. Молодец. В лесу, на делянке. Взял там костюм ему. Ребят как-то подгоняли. Хорошие штаны там. Бур у меня тут завалялся старенький. У него совсем бур плохой. Нахватил. Ну и там продукты кое-какие. Короче, поеду через деревню, ребят. А обратный путь уже прокачусь по реке. Посмотрю, в общем, как-то так. Не знаю. Дорогу, естественно, снимать смысла я не вижу. Ну а с Лехой посидим, пообщаемся. Давно я уже его не видел. Взял даже там шампанское. Посидим, короче, побалдеем. Такие дела, ребят. Все, в путь дорожку, как говорится, фронтовая. До деревни. Здесь, чем хорошо еще, если вот мою деревню немножко сыпят, ребята, песком, то здесь вот, ну, более-менее зимник. Вот здесь все-таки снег лежит еще долго. Но все равно уже местами, говорю, открыто. Вот, и дорогу надо налаживать. Короче, сегодня такой денек, ребятки. Ладно, все, меньше болтовни, поехали. Опа. Ну давай с Богом, погнали. Амурчик. Амур. Здорово, кабан. Ты меня не узнал? Амур, ты меня не узнал? Чего ты линяешь, бродяга? Чего боишься? Не ссы. Где хозяин? Где хозяин, а? Амур, красавчик. Большой уже?
Что с хвостом у тебя? Все в порядке? А? Что-то Леха тут засыпал. Ох. Ну все, нельзя. Нельзя, Амур, нельзя. Красавчик. Кабан. Что тут Леха черемуху спилил, смотрю, все. Здорово, мужик. Тихо, Амур. Привет. Как ты, друг мой? Я, Нормально? Все хорошо? Что? Амур, нельзя. Ара. Все, понял. Армян. Армян? Я заебал уже. Армяном потом называют. Армян. Блядь. Сейчас или нет начала. Смотри, Лех, новый аппарат. Блядь, заебал ты, блядь. Как тебе лошадка, а? Нормально? Как новый? Опять новый? Новый. На тебе, бур привез. Нихуя. Подшаманишь его. То у тебя там вообще плохой бур. Ножи я потом привезу, сотку найду. Куда, что надо? Ничего не надо, это выкручиваешь. Ставишь и затягиваешь сюда. Ну, Понял? Ничего не надо? Не, ничего Гайку не надо. надо? Не, вот только вот этот барашек не потеряй. Ножи там вроде нормальные. А, влез, смотри, как комбез какой, четкий, теплый. Комбез. Ты ж, снимать. ну, лямки снимаешь. Не, зато теплый, офигенный. Да. Да, влез тебе. Я думал, мы на рыбалку ебали. Нихуя не ебали. На рыбалку не ебали. Или завтра ебали. А сейчас пообщаемся, что. Может и поедем, что нет. Не, я что, полтягушку состав. Рыжему отдал там, блядь. Пойдем, рыжего корви я там привез. Блядь, рыжий, блядь, там у меня уже второй. Пойдем мне, тепло, да. Вот него только слышит. Армян, армян, бля. Нахуй, я заебался, уже говорю, армян нахуй. А он отбивается, блядь, его вообще брало 5 утра, блядь. У Дениса этого, блядь, тоже. Что за чуба такой? Синеглазка, блядь. Синеглазка, да, сейчас вот это я взял, ну, чупик. Синеглазка. Бля, комбинезон был заебался. Не, там он плотный, он для леса, Лех, там то, крепкий, понял? Блядь, я у Высокина, блядь, 2 дня, а потом 4 дня хуярил, короче. О, на, корми. Чуба. Да ты, блядь, ладно. Дело-то не в бычках, нахуй. А потом смотрю, я думал, мясо, ну, сейчас позабьем. Мясо, я думал, блядь, ну, хуй с ним, я возьму кусок. Ну, печень или, я говорю, шею возьму, хуй с ним, блядь, пусть так хуй. Надо вон курицу сварить, Лех, поставить. Сейчас? А что, не будешь обедать? Не знаю. А ну, дай там вот эту, Чего это? пару листков, вот это. Вон. Ага. Дай вот это. Коры не добывал? Да, блядь, продал. Продал? За 1000 рублей, не шаг. За 300? 1000 рублей. А, 1000 рублей? Ну, за 1000 это еще нормально. 1000 рублей. Что, телевизор работает? Живой еще? Телефон-то что у тебя? Живой? Да, глючит. Глючит? Тот, который привозили? Или другой уже? Не, да, ну купили, мне понравилось это. Рыжий бродяга. Блядь. Пушистый. Блядь. Смотри, как накинулся сразу. А этот играет, и как-то с ним. Не обижает он его? Этот обижает его, этот Да? отходит от него, нахуй, он старый, да, блядь, нахуй. Тоже кот, блядь, надо стерилизовать. Ага. Рыжий кабан. Этот, блядь, он только баб ебать, нахуй. Идет у Ивана. Ну, тихо. У Ивана, блядь. Ты маленького брал?
Сейчас уже вырос. Сейчас уже нормально. Ух ты пил, блин. Что, гель, жарко что ли? Не, Нет, жарко. печка-то, конечно, это буржуйка, огонь. А что у тебя, в палатке хуже что ли? Ну нет, ну, я говорю, топится тепло. А так, Она вот, быстро тепло дает. так в этом году-то что, зимы-то не было, да? Лёх? В этом году. Ну слушай, смотри, сколько снега. 4 дня. В этом году рыбалка 4 дня на было. сети будет. Воды, наверное, мне кажется, нормально будет. Только смотри, сколько снега, март месяц. А вот лето-то будет дождливое, грузди будут. Это Слушай, ну, наверное, на лето холодно будет, да? лето дождливое будет. Я не знаю. Кому сильно космосом, да. Ну, давай. так и дождливое. Бахнем. Ну, давай, бахнем. Рыжий, иди спать ложись. Ну, я ездил, недавно на кладбище ездил, ореху находил. Там Песуха и от Песухи недалеко, там Ну, до ореха, бля. А смотрю, там вот Саша, этот, Миша носила, брат, Шури, на озере, там, вот это. понятно, что. Здоровье, что. Я говорю, что здоровье, что, бля, хреново было. Хреново? Хреново было, 3 дня. У тебя же что-то спиной же проблема была? Не, там, только с школой, блядь. А, ну это да. Школой, блядь, я говорю, пиздец было. Школой, а потом Вася поменял, там, 3 дня менял, самое. Ездили там, лекарство купил, да, 1008, наверное. Не, инфекционки сейчас нету, тоже нету. Ну. Сейчас город. Да, город, да. Я не боюсь. Рыжий. Леха, убирай продукты, он за курицей ползет. Да. Он А курица. он не будет, чует. он не будет, вот это будет. Засыпани еще им, пускай похавают. Да. Да. Как, белоглазка? Синий глаз. Синеглазка? Глаза Красноглазка? синие, а Рыжий? потом, Идем сыпану. Андрюх, потом глаза вот куда светит, да? Глаза красные. Красноглазка, короче, у тебя, да? Это синий глаз. Белоглазка есть рыба такая, кстати. У нас стала, кстати, появляться начала.
Ну все, второй плес заряжен. 7 штучек здесь бросил. Но самое интересное, ребят, что вот эта крайняя жерлица, если здесь сантиметров 30 лед, то там даже 10 нету. Аж с под лунки так течение видно. Подбивает, скорее всего, здесь намоет за пару дней. Но это ладно, а как дальше ехать, я сейчас сомневаюсь. Не знаю, ходил туда, но за поворотом не видно, я не понимаю, где я нахожусь. Места-то здесь знакомые мне. Дорога по реке ой как нужна. В обход неохота ехать. Это такой круг будет большой. Ну и в передрягу тоже неохота попасть, конечно. 10 сантиметров даже нету здесь. Впереди большой перекат. Опять же острова вон начинаются. Как ехать? Хрен его знает. Да, в этом году льда, конечно, нет толком. Блин, что делать? Как быть? Думал, буду сейчас путик накатаю. Буду ездить, проверять. А лагерь где-то будет там, повыше. А вот сейчас тут весь в задумках. Отцепить сани, попробовать ходом пройти. Тоже такое себе решение. Ну, потому что был горький опыт, ребят. Из-за этого сейчас такая у меня, знаете, лучше, как говорится, на чужих учиться, чем на своих. Но, не знаю, сейчас буду думать. Или вернуться, как-то попробовать там залезть. Там было так более-менее полого. Ну, там, наверное, вот так. Ух. Да. Или схожу сейчас. Печню еще не взял, блин. Точнее, она у меня лежит в кофре в 600-ке. Сюда толком еще ничего не загрузил, блин. Печней бы сейчас потыкать, походить, посмотреть. Потом пробовать. Короче, буду думать, ребят. Что-то я очкую. Отцеплю сани, ребят. Пойду ходом. Блин, забываю за эту кнопку. Пойду ходом. Без саней. Проскочил. За вещами это все равно надо топать. Добрался я до точки, ребята, где хотел порыбачить. Здесь когда-то я здесь прикольно ловил не крупную щуку, но сработок очень много было. Вот этот плес надо бы забирать. И все отлично. Но много дыр. Там дальше, вот там перекат вот этот, конечно, ездить. Такое себе, конечно, удовольствие. Сюда уже доезжали. Ну, видать, берегом шли. Вот до сюда доходили. Разворачивались. Ну, проверяли здесь рыбалку. Потому что здесь весной должна начаться, я так думаю. И все. Как-то так. Ладно, что. Пока ставлю жерлиц. Будем думать с дорогой, что как решать. Морозов не будет. Дорога не встанет. Вот такая траншея за мной. Воды хапнул. Ладно, ставим жерлиц.
Надо чистить, ребятки, по-любому. Иначе все замерзнет. Там будет хреново. Потом не достанешь нафиг. Снег пухлый. Снег пухлый. Ой, дали какие уже комки. Снег пухлый. С водой сразу моментально забивает. Перчатки надо надеть. Не дело. Добрался до вещей, ребята. Сработок нету. Поеду до тех съезжу. Раз уже здесь. Да, тут открыто все. Да. Раньше, блин, здесь столько набурено. А тут вон плес. Никого нету, блин. Странно почему-то. Ну тут обмелело очень сильно, конечно. Ну вот тут кто-то приезжал, вот Унок 10 возле берега попробовал, там попробовал.
Короче, видать, не клюет, уехал. Хреново, когда вот так вообще. Раньше здесь, да, блин, такая рыбалка была на удочку. По центру пробурился. Наверное, течение. Наверное, не достану. Нет, что-то пробил. Утащит. Пробил, утащит. Обычно спускаю еще. Сколько-то. Неужели еще не шевелится здесь рыбка? На ельца бы нарваться бы было круто. Даже щука не нужна. Потаскать. Блин, милое дело. Так, что, чайку попьем? Чайку, чайку. Блин, снега, ребята, ужас. Офигеть. Снега просто километр. Это на льду по сапог. А в лесу так вообще подавно там. Жесть. Ну, сейчас попробую там, возле берега. Обычно вот тут тоже мелочь клюет. Нет, так нет, что поделать. Ничего не поделать. Суд там, в общем, везде, ребят. Я ее пробовал вот той стороной, и посередине, короче, вода выходит. Может, что найдем, не знаю, посмотрим. Не клюет, ребята. Там у берега, в середину, тот край, туда сходил. Не шевелючки. Кстати, замыло очень сильно. Раньше под кустами глубина была, сейчас вообще мель, песок аж. Ну вот есть такое сомнение, что вот выше село большое, и там делали, как сказать, в общем, аллею делали, копали у села речку, очень сильно муть шла, углубляли там, короче, и муть вот замыло очень сильно много мест, может из-за этого, хотя не знаю. Что-то скучно, ребятки, такое себе. Да, с ночевочкой, конечно, охота постоять, но, блин, надо же щучку поймать на ужин. Хотя еда есть, скажем, там какая-никакая, но так себе. В общем, спускаемся сейчас до Жерлиц. Перекусим и будем думать, как быть дальше. Кстати, созванивался с мужиками. Сейчас праздники были, ну, выходные. Много кто куда ездил. Ну, вот 8 марта, там туда-сюда. И, в общем, у меня знакомые ездили. Костян ездил на озеро. Ни одного подъема, говорит, не увидел. Парни поднимались наверх, на другую речку. Тоже, говорит, печаль. Небольшие 2 щучки попалось. Женек у меня ездил за Хариузом, вообще на другую речку. Тоже, говорит, плохо. Там, ну, немножко, говорит, поймали.
Я еще наверх поднялся, на другую речку. Какое-то глухозимье прям наступило в марте. Блин. Прям реально засыпало все снегом и прям жесть какая-то. Ладно, что, спускаемся вниз. Там решаем. Здесь, тем более, я нигде подняться не смогу. Мне надо дрова где-то пилить, если оставаться на ночь. Ну, посмотрим до вечера, ребят. Что-то, знаете, такое. Я лучше 12 километров ходом домой иду, да и все. Ночевать как-то не то, что, ну, как-то неинтересно, что ли. Лучше спокойно домой уехать. Жерлицы можно также оставить в ночь, ничего страшного. Приехать, посмотреть, и уже будет понимание. Тишина, ребятки. Мертвая вообще. Да. Ладно, пойдем вниз, там попробуем на удочку еще посидеть. Вот такие дела. Куда податься, ребята? Не знаю прям. Походу глухозимье. Что-то непонятно вообще. Ладно, что, надо разведки делать, ребятки. По-другому никак. Так тоже не поймешь. А так съездил, посмотрел, убедился, что рано или не рано. Уже другое понятие как бы для себя. Ну ладно, что. Не унываем, как говорится. Сейчас, слава богу, на технике шуруповерт. Упрощает, конечно, очень все это дело. Хорошо на природе.
Так, блин. Думаю еще вниз махануть. Тут одно окуневое место недалеко есть. Но я думаю, понту не будет. Погода сейчас не окуневая. Внизу мужики ловят мелочь. На одном месте там. Ну что это ее мелочь-то ловить? Такое себе. Вот думаю, ребят, оставаться в ночь, не оставаться. Блин. Жалко время терять. Окапываться, дрова, это все. Лучше, наверное, спокойно уехать. Завтра приеду. Посмотрю, что пожарится. Да, нет. Ну, все равно надо искать другое место. Косаче поднял, ребята. Вон, тут уже кормились они. Тут уже кормился он. А где они лунились, интересно? Еще здесь, у него лунка здесь, ходил кормиться. Вот они здесь кормили сейчас, наброды, вот. Получается, они лунились не здесь, а может и здесь. Это сюда они сели. Сюда они сели. Но немного было, штук 9. Кормились хвоей. Оттуда еду, поднял. Ребята, всем доброе утро. Ну как утро, уже ближе к 10, наверное, к 9. Сегодня рано все равно не получилось выехать. Вот. Ну что, ребят, приехал собирать жерлицы. Первый плес. 9 жерлиц, ни одного подъема. Как стояло, так и стоит. Вот такие дела, ребятки. Так что и ни вечером, ни ночью, ни рано утром здесь никакой активности не было. Место хорошее, но скорее всего рыба просто стоит колом. Вчера приехал в деревню пораньше, прошел по деревне, увиделся с мужиками, пообщался тоже. Беда, короче, бедой. Сегодня утром, пока уезжал, увидел мужиков, еду тоже на лесную речку. Тоже, говорит, очень все печально. Такие дела. Ну, сейчас косачей поднял. Блин, красавцы, кормились уже. Ладно, едем дальше, ребята. Еще 2 места. Ну, мне кажется, ничего интересного. Ну вот как-то так. Не, ну
попадали, конечно, там в нули. Но чтобы даже ни одного подъема, ребят, не было. Вот это, конечно, вообще труба. Вот вчера у меня было такое ощущение, что Андрей Викторович, езжай-ка ты домой. На диванчик мягенький. Раскладушка это, конечно, хорошо, палаточка. Ну вот видите, ребят. Ничего не изменилось. Ни вечер, ни утро, ни ночь. 10 жерлиц, ни одного подъема. Такие дела. Ну ничего не поделать. Собираем жерлиц. Да, пироги с капустой. Не с капустой. Караси живые. Всех живых. Карася, ребят, забираю. Живцом сейчас проблема. Будем искать. Вот так должно стрелять. Март месяц, ёк-макарёк. Да, что-то чудит. Немножко рыбка. Что-то как-то, ребят, странно. Ну ладно, это разведка. Есть понимание, что пока делать нечего. Но будет, ребят, рыбалка. Ну, наверное, чуть-чуть попозже. Все, сматываем. Обидно сказать, не то что обидно, досадно. Ну и ладно. Это рыбалка, ребят, не магазин. Захотелось проверить, проверил. Ну все, собрал жерлицы на этом участке. Карась весь живой, поедет на другую речку. Вот такие дела, друзья. Бывает вот вообще просто в ноль. Ну я вчера что-то прям почувствовал, что куда-то я не туда заехал. Ну, проведывал, посмотрел, убедился. Хорошо, что не остался в ночевку, лучше я маханул 12 километров и как бы и нормально. Да, в палатке тоже прекрасно, но когда клюет вдвойне, конечно, лучше. Ну, ладно, ребят, нисколько не унываю, впереди весна, впереди рыбалка. Я думаю, будет повеселее. Вот так вот грустненько заканчиваю ролик. Спасибо, кто смотрел. Всем желаю удачи, ребята, здоровья. Ну и уезжайте на рыбалочку. А так все, ребят, меняю масло. Тундра у меня прошла обкатку, боевое крещение. В принципе, все хорошо. Нареканий нету. Как заметили, пришел у меня кофр. Я его установил. Вот. Теперь можно выезжать полноценно, так скажем. Уже давать нагрузочку, давать уже жизни. Все. Давайте, ребят, на связи. Пока. Ты еще не подписался? Обязательно подпишись. Если плохо на ютубе, Дзен, Рутоп, Телеграм, все есть. Все ссылки в описании. Фух. Снега много, но я погнал дальше. Такие дела. Фух.